Смотрите в программе: 130 новых больных коронавирусом и 2 летальных исхода зарегистрировано в Якутии за сутки. Инспекторы экологического надзора проверяют видео со сливом вод в поселке Чульман Нерюнгринского района. А в Мирном местные умельцы собрали уникальный вездеход для передвижения по болотам, мелководным речкам и тайге. Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. За минувшие сутки на территории зафиксировали 130 новых случаев коронавирусной инфекции в Якутии. Об этом сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске выявлено 83 новых случая, в Жиганском районе 6, в Нерюнгринском 5. По 4 заболевших в Алданском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах. Отдельные случаи заболевания зарегистрированы в Алайховском, Вилюйском, Горном, Нюрбинском, Татинском, Усть-Алданском и Хангаласском районах. COVID-19 унес жизни еще 2 человек. Лаборатории Якутии провели 5254 исследования. Необходимо обратить внимание, что такое большое количество случаев, в том числе и на город Якутск, уже нам не создает проблем с госпитализацией и оказанием медицинской помощи, в том числе на территории города Якутска. На настоящий момент в связи с увеличением непосредственно работников на колл-центрах, в связи с увеличением количества коек и перемаршрутизацией ряда пациентов, данная проблема разрешена. Оперативный штаб Якутии разъяснил порядок обязательной самоизоляции и удаленной работы при ОРВИ. В случае, если заболел член семьи, есть первые признаки ОРВИ. Это повышение температуры тела, ломота в суставах или в мышцах, боль в горле, насморк, отсутствие обоняния. Необходимо сделать следующее. Во-первых, это оформить заявку на вызов врача по телефону поликлиники или через приложение «Облачная поликлиника» и медсеть. Второе. Все члены семьи, которые проживают вместе с больным, самоизолируются до установления больному точного диагноза лечащим врачом. Третье. Работающие члены семьи уведомляют работодателя о том, что они контактны с больным ОРВИ и переходят в режим самоизоляции. Работодатель же обязан со дня уведомления работника перевести его на дистанционный режим работы, а при невозможности такого перевода предоставить ежегодно оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы по соглашению сторон. Если больному диагностирован COVID-19, то изоляция членам семьи продлевается на 14 дней с момента последнего контакта с больным. Больничный лист при контакте выдается со дня выдачи такому гражданину постановления Роспотребнадзора об изоляции. Если у больного исключен COVID-19, но есть сезонная ОРВИ, то с этого дня режим самоизоляции для всех членов семьи больного прекращается. На территориях опережающего развития Якутии и Южная Якутия планируют создать 9800 рабочих мест. На сегодняшний день там трудятся 6600 человек. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил на заседании наблюдательного совета ТОР. В ходе него рассмотрели динамику развития территории опережающего развития, ход создания инфраструктуры в них, обсудили план привлечения инвесторов. В ТОР Якутия и Южная Якутия сегодня входит 38 резидентов. По итогам заседания глава региона отметил хорошую динамику развития обоих ТОРов, о чем свидетельствуют крупные события, произошедшие недавно. Это вот первого этапа третьей очереди строительства круглогодичной теплицы «Саюри», а также запуск первой очереди шахты Инаглинская и обогатительной фабрики Инаглинская-2 мощностью 6 миллионов тонн угля в год. Между тем, новый механизм расселения из аварийного жилья заработал в России, а первый договор развития застроенных территорий был подписан в Якутске. Он заключен между столичной мэрией и акционерным обществом «Сахатранснефтегаз». Договор предусматривает предоставление субсидий за счет средств фонда ЖКХ застройщику на возмещение расходов, понесенных им в связи с переселением граждан из аварийного жилфонда. Стороны считают, что это должно положительно отразиться на развитии и поддержке строительного сектора Якутии и стать хорошим подспорьем и для строителей, и для учреждений, ответственных за расселение аварийного фонда. В случае заключения договора о развитии застроенной территории, то есть застройщик обязуется расселить какую-то часть аварийных домов, которые находятся, собственно, на этой территории. И здесь фонд предлагает поддержку в виде компенсации 25% расходов, понесенных этим застройщиком. Там, конечно, по расчетной стоимости определенные формулы есть. Но это механизм, который, повторюсь, новый. Это вот о чем мы говорим, этот договор был не так давно разыгран в городе Якутске. Сейчас находится на стадии заключения и дальнейшего подписания.
Инспекторы экологического надзора выехали на место происшествия для проведения проверки сообщения о сливе сточных вод в поселке Чульман Нерюнгринского района. Они проведут плановый осмотр рек Дежневка и Чульман для выяснения всех обстоятельств по факту сброса сточных вод, так говорится в сообщении. Ранее в социальных сетях распространился видеоролик с информацией о сливе неочищенных грязных вод на рельеф местности в Чульмане. НИИ сельского хозяйства республики уже много лет поставляет в коневодческие хозяйства Якутии и других регионов страны ряд вакцин против инфекционных заболеваний. В институте налажено не только их производство, но и пробиотиков для животных. Уже 20 лет производится препарат Саха Бакти Субтил. Он хорошо себя зарекомендовал против огромного количества бактерий и вирусов, хорошо стимулирует иммунитет животных. В состав препарата входит фермент каталаза. Он, по недавним исследованиям зарубежных ученых, эффективен в борьбе с коронавирусной инфекцией, так как является активным индикатором интерферона альфа. В будущем на основе Саха Бакти Субтила возможно создание препарата для лечения коварного вируса у людей. В этом направлении ведется совместная работа с научными медицинскими учреждениями. Наш препарат уже 20 лет на рынке лекарственных средств России и прошел все успешно производственные испытания. Поэтому, конечно, мы считаем, что в перспективе он обязательно должен быть препаратом для людей. Но это как бы не наша задача. Мы можем совместно с ними помочь провести доклинические испытания. У нас очень многие проведены. У нас часть испытаний доклиники проведена в институте в Москве, где изучали токсичность наших штаммов. И они совершенно не токсичны, хорошо действуют на организм животных. Телятник на 200 голов открыли в селе Батамай Ленского района. Животноводческий комплекс подобного формата первый в регионе. Уже прибыли племенные нетели из Архангельской области. 100 голов. Больше 20 из них разродились. Их разместят в новом телятнике, где все оборудовано по современным требованиям. Анна Кожевникова с подробностями. Белые стены, аккуратные загоны, светло, чисто и уютно. Даже не подумать, что это помещение для телят. Впрочем, эти малыши нуждаются именно в такой обстановке. После посещения старого телятника сразу видишь разительную разницу. Новый животноводческий комплекс на 200 голов открыли в Батамае. Основные затраты на себя взяла администрация Ленского района. Она вложила 20 миллионов рублей. За такое активное участие в развитии сельского хозяйства поблагодарили руководство района замминистра сельского хозяйства Якутии Николай Афанасьев. Перспектива района есть, потому что по овощеводству, по развитию крупного рогатого скота и еще Батамай сейчас будет развиваться и табунное коневодство. Планы большие, я думаю, эти планы реальные. Люди работают, главное, район поддерживает. В этом году мы еще поддержали завоз скота и нетелей из Дней Республики, с Архангельской области завезено 100 голов коров завезено. В будущем мы хотим даже делать племенное хозяйство для республики, для поставки холмогорского скота для Республики Саха-Якутия. Сегодня предприятие Батамайское показывает хорошие результаты. Так, сено запасли 360 тонн, тогда как в 2019 году 219. В этом году поставлен рекорд по заготовке силоса – 2300 тонн. Раньше эти цифры были не более 1000. Заготовка молока уже перевыполнена более чем на 50%. А благодаря новому телятнику предприятие сможет организовывать круглогодичный забой скота и поставлять свежее мясо на реализацию в магазины ежедневно. Следующий этап до Нового года мы постараемся запустить в работу новый молочный цех, с новой голландской сыроварней, с новым оборудованием. Сегодня развитие сельскохозяйства – это развитие вообще всех поселков района. Это не то, что мы сегодня только Батамай. Соответственно, у нас следующий этап – это строительство свинофермы, скажем, в Наторе, строительство птичников, в плане у нас. Следующий год уже до мая месяца начнем строительство коровников в Атанахаре. Начнем где-то с июня месяца монтировать тепличное хозяйство в Северной Нюе. О перспективах развития Ленского района как сельскохозяйственного, статус которого он получит с 1 января 2020 года, поговорили на рабочем совещании при замминистре Николае Афанасьеве в администрации района. Затем делегация во главе с Николаем Афанасьевым побывала в бывшем здании молокозавода, который сегодня реконструируют. Здесь будут перерабатывать мясо, рыбу, дикоросы, а также появится хлебопекарня. В скором времени Ленский район сможет самостоятельно обеспечивать себя необходимыми продуктами питания. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Мирном умельцы собрали уникальный вездеход. Он может плыть по болотам, по мелководным речкам и без затруднения передвигаться по тайге. С гением инженерной мысли ознакомилась Марфирина Алексеева.
Михаил, Василий и Николай дружат с детства. Изобретать чудо-технику из старого металлолома – их хобби. Вначале это были электрические велосипеды, мотоциклы и даже двигатель для лодки. Ну а в этом году механики-самоучки реализовали свою давнюю мечту. Собрали 2 вездехода – гусеничного и колесного типа. И занимаемся мы этим помимо основной нашей работы. Начали мы изначально с гусеничного вездехода. И строили где-то примерно 2 месяца. По проходимости наш вездеход не уступает тоже вот альтернативному варианту, который вот собирает в Вологде или где еще вот Соколы. Как бюджетный вариант, те, которые у нас вот продаются, они дорого стоят. Машину назвали «Аргыз». В переводе с якутского «спутник». Около 3 метров в длину и 2 в ширину. Грузоподъемность 500 килограмм, скорость 60 километров в час. Вездеход с легкостью передвигается в условиях абсолютного бездорожья. Машина не только держится на воде, но и плывет. Мосты, получается, УАЗовские, простые. Рулевая тяга, рулевой механизм от ВАЗ-2109. И коробка тоже с 9. Двигатель Лифан 15 лошадиных сил. Колесо получается кразовский с камерой внутри. И сцепка, чтобы хорошая была, вот сделали вот маленькие такие протекторы. Вездеход заинтересовал местных охотников. Аргыз уже нашел своего хозяина. Так как я являюсь охотником-рыболовом, постоянно до этого приходилось ходить пешком везде. Уже до самого угодья. 10 километров – это еще у нас рюкзаки по 30 килограмм. Начал задумываться о приобретении подобной техники. Катались мы тут рядом. Тут у нас есть речка Ирлях, по кустам, по болотине. 2 раза катались. Понравилось. Теперь механики-самоучки серьезно задумались о производстве чудо-техники на заказ. Планируют расширить гараж и увеличить мощность двигателей в своих последующих моделях. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. Впервые он прошел в 2008 году. Инициатором был детский фонд Организации Объединенных Наций. Мытье рук с мылом снижает вероятность заболевания острыми респираторными инфекциями на 20%, а острыми кишечными на 30-50%. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Это самый эффективный и самый доступный способ защититься от множества инфекционных заболеваний, в том числе таких как холера, лихорадка Эбола, атипичной пневмонии, гепатита Е и других. Роспотребнадзор также напомнил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции уделять внимание гигиене рук крайне важно. Так, по данным международных исследований, регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения на 36%, поскольку этот процесс разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.